Добрый день, уважаемые родители! Вот и начались летние каникулы. И исторический парк «Россия. Моя история» продолжает родительский ритуал. Тема сегодняшней нашей встречи связана с душевным благополучием наших детей и со спокойной, благоприятной обстановкой в семье, которую создаете вы, дорогие родители. Сегодня у нас в гостях семейный психолог, социальный предприниматель, учредитель школы развития эмоционального интеллекта Лариса Вельминовна Слепцова. Пожалуйста, уважаемая Лариса Вельминовна, вам слово. Спасибо, Светлана Петровна. Я очень рада, что вы пригласили меня. И сегодня такой знаменательный день в историческом парке «Россия. Моя история». Сегодня праздничный день. Мы делаем семья. Я очень поздравляю всех, кто присутствует. Тема нашего разговора «Семья. Источники национального благополучия и успешных детей». Мы говорим о семье. Ну, что такое семья? Можно сказать, что это социальный институт, именно сейчас, современное время, то есть этот институт уже как-то хочет исчезнуть, но все-таки остается, да, семья как основа, источник, да, как общий дом, в котором живут люди, которые любят что-то, заботятся о себе, да? И ребенок, который появляется в семье, он не выбирает семью, он попадает в руки тех, кто встречает его и сопровождает его по жизни. От этого будет зависеть его дальнейшая судьба, как его встретят, да, и как о нем будут заботиться. Потому что человек в раннем возрасте до определенного возраста нуждается в заботе, в опеке, да, потому что это человек существует не только физиологическое, не только телесное, физическое, но еще социальное, душевное, да. То есть в нашей жизни есть разные аспекты. Это внешняя сторона способности, да, то есть человека, ребенка воспитываем для того, чтобы он вырос, нашел себя в этом обществе, реализовался, то есть стал личностью, да. И также есть вторая сторона, да, это внутренняя сторона. И это касается эмоционального, как раз эмоциональной стороны, эмоционального благополучия, да, что мы говорим. То есть внутренняя сфера человека, она невидимая часть. Это как скрытая часть айсберга. Почему скрытая часть? Потому что в жизни мы часто обращаем внимание на внешний, да, цель. Мы живем, ставим цели, успеваем, строим карьеру, строим семью, взаимоотношения. То есть вся наша жизнь это направлена на внешнее, да, на внешнее. И внутренняя составляющая этот мир очень громадный, большой, и он скрыт от не только от событий, но поскольку мы об этом можем не раскрываться, не говорить, даже в присутствии, да, а как-то справляемся с этой душевной состоянием. И эта внутренняя сторона жизни, она может может быть истощена, то есть у человека значит, истощается ресурсы
негативно, да, отразится. Когда мы понимаем, что вот это энергии много, то мы можем использовать конструктивно. Например, это физически, да, быть активно, заняться чем-то, да, нереально можно заняться. То есть на практике эту энергию на полезные дела. А если вы находитесь в власти гонщиков, это может быть разрушительно для окружающих. То есть получается, вот любовь, она очень помогает также в спорте, также в отстаивании своей точки зрения, да, в реализации своих сил. Да. Ну вот если, да, вот разрешите немножко, да, вот, как бы обратить наше внимание, да, именно вот как научить наших детей, да, вот выразить свои эмоции, да, не скрывать свои эмоции, и как бы, чтобы родители помогли детям своим, да, как бы, потому что кто поможет, если не родитель? Так ведь, да? И даже вот многие родители, особенно это касается отцов, да, говорят, ну, побили тебя в школе, ну что, дай ему сдачу. Или же, что ты такой, нюни распустил? Что, мужик, не мужчина, что ли, да? Ну, как бы так скажут. И дети, особенно мальчики, как бы скрывают свои какие-то обиды, какие-то эмоции, да, отрицательные, это все долго копится. Что бы вы посоветовали нашим родителям, да, в таких случаях? Спасибо, вопрос очень важный. И на самом деле человек, ребенок проявляет свои чувства. Но мы их, что делаем? Если нам нравится, например, ребенок, есть свои сильности, что говорит, нельзя говорить, да, то есть мы их подавляем. Ребенок таким образом хочет подавлять нас. А когда ребенка обучать, например, да, вот понимать, почему ребенок сейчас плачет, да, вот соединиться, побыть вместе с ним, какая грусть, или от чего он злится, да, например, почему что-то ему не нравится. Таким образом, эмоции являются индикатором. И вот мы не представим. Значит, это информация, которую нужно применить, использовать и проанализировать важно, да. И вы вот хорошо привели пример, когда, ну, проявочно говоря, дай ответ, ну, там, когда себя побили, значит, дай. То есть, когда ребенок говорит, что чувствует ребенок? Ребенок не чувствует себя Защищенным, да? защищенным. Почему? Потому что это поверхностный совет. То есть почему совет может не совпасть? Потому что ситуация непонятна, она каждый день разная, уникальная. И если вы, например, сядете поговорите, например, да, послушаете ребенка своего, да, что случилось, как он себя чувствовал, что и вместе с ним проанализировав, задавая вопросы, поможете ему найти различные варианты. То есть, если может быть одного клиника, да, различные варианты из разных ситуаций, потому что если, например, он даст ответ, более сильный ребенок также может быть. То есть, таким образом ребенок уже остается в одиночестве, в следующий раз уже не расскажет. Поэтому, чтобы ребенок проявлял свои эмоции сильнее, нужно создавать психологически безопасную атмосферу. То есть ребенок не должен бояться проявлять разные эмоции. Эмоции полезные, эмоции страха, говорят иногда, да, например, что бояться нельзя показывать свой страх. Страх полнит, то есть человек боится, у него движения, нейрологические процессы, химический процесс, кровь наливается, лицо, глаза входит, бежать, там, заплакать и так далее. То есть вот это не поддается регулировке,
делать вывод, что какой ты такой, что ты плохой, что ты слабый и так далее. И это может убеждение помешать на следующий раз как-то постоять за себя, отстаивать свою точку зрения, высказать, да? Таким образом, важно проявлять интерес, искренний интерес к жизни ребенка. И если мы этого не проявляем, часто бывает, от чего радуется, когда у ребенка достижение, когда ребенок получает хорошие оценки, да, я говорила про родительском отношении, и тогда получается ребенок тоже ориентируется, радуется только при результатах, при достижении результатов каждый день называется. Каждый ежедневной жизни происходят разные ситуации, стрессовые ситуации для ребенка, тем более, да, даже анекдоты, когда мы, например, идем куда-то в незнакомое место или что-то начинаем, у нас бывает волнение, тревога, страх, да, все мы преодолеваем, и это нормально, это естественно, мы проявляем, показываем ребенку, что это можно преодолевать. Как мы преодолеваем, да, мы показываем. То есть наше поведение, ну, своим примером, мы не рассказываем, а мы сами показываем пример, как преодолеваем. Вот касательно вот как раз преодоления, да, вот пример именно откуда им взять? От родителей? Да, ну вот смотрите, воспитанием мы не занимаемся тогда, когда мы говорим, воспитываем за словами. Словами запоминаем все системно. Ребенок воспитывается все-таки образом, укладом, традициями. То есть вот именно в семье есть какие-то традиции, да, свой уклад жизни, понятный, определенный. И для дошкольника и младшего школьного возраста до того, как он физически вырастет, важна стабильная обстановка. Стабильная жизнь в семье. Когда происходит изменение, это всякий раз стресс. Когда кто-то уходит из семьи, кто-то приходит, значит, кто-то дети растают, это все стрессовые моменты. То есть получается изменение. Любое изменение влечет за собой именно такое состояние эмоциональное, да, когда человек должен принять в голове это изменение. Потому что мы не привыкаем быстро, да, все происходит постепенно. Важно сначала ориентировать, а потом уже научиться. Правильно? Да, не зря же говорят, все нравится мир, один раз услышать. Значит, важно продумывать и готовиться. То есть мы можем детей готовить к таким ситуациям, например, да, сложным ситуациям, например, когда ребенок приходит в коллектив новый, да, растет. Или когда взрослый человек в коллективе адаптируется, он тоже готовится, да, он тоже продумывает, что говорить, как одеться даже, да, да, как это будет, например, выглядеть и так далее. То есть, а ребенок может в этом плане тоже помогать. Но для него не только новый коллектив стресс может быть, для него любая ситуация может, потому что ребенок это человек, который познает мир в первый раз, да, оно уже за нами, наше изучение, большой опыт. Тогда мы наступаем наставником, то есть по жизни. То есть мы обучаем ребенка именно проговаривая, разговаривая. Да? Бывает так, что родители говорят, ну это и так известно. Да, и так он понимает, и так далее. Все же понятно. Да. На самом деле, оказывается, как бы понятно, не было понятно или просто, важно проговаривать все те вещи, которые мы считаем важными. Вот хотелось бы вот как раз проговаривать, да, вот на этом моменте хотела бы акцентировать наше внимание, потому что уметь научить ребенка, да, проговаривать свою проблему, да, какие-то свои вот какие-то вот эти поведенческие какие-то, да, вот именно вот то, что возникает в процессе школьной жизни, да, например, да, или в социальной среде, в школе, на улице, например, да, и ребенок, который как бы доносит до родителей все, что происходит вокруг него, да, в школе, в классе, с друзьями,
ну, даже на улице, как научить ребенка, вот, да, вот, чтобы он, не боясь, мог проговаривать, да, свою проблему, свои вопросы, которые перед ним вновь и вновь возникают, потому что ребенок это маленькое существо, беззащитное в основном существо, которое ищет защиту, опору только в семье. Потому что школа это образовательное учреждение, к сожалению, за 45 минут учителя не смогут, например, заниматься воспитанием или там, проблемами одного ребенка, да? Даже классные руководители все равно, функции которых входят тоже воспитательные моменты, да? Но это семья основа. Семья та среда социальная, которая ребенок защищает, ребенка оберегает, ребенка учит, наставляет и хорошему. Так ведь, да? И поэтому вот наш проект родительской лектории вот, нацелен именно на родительскую аудиторию, которых мы просвещаем, которых мы как бы направляем, которым мы советуем, да, как им вот в таких случаях донести до ребенка, что не надо бояться, да, надо уметь проговаривать свои проблемы, которые возникают и в школе, в классе, с учителями, взрослыми, пусть даже хорошее или плохое. Надо все это проговаривать, и тогда эта эмоция выходит снаружи, и как бы до родителей это все доходит. И как родителям научить детей, не боясь, не страшась, что родители замечания делают, или же даже в школе скажут, где обида, да, еще жаловаться пришел родителям. Все равно это должны родители это все узнать первыми, потому что семья это важный момент воспитания семьи детей. Так ведь, да? Куда пойдет ребенок, кроме своей семьи, к своим родителям? И вот нашим родителям надо, наверное, какой-то совет дать, да, как психолог, как специалист. Как этому научить детей? Да, это очень важную такую проблему затронули. И проговаривание, да, вот именно разговаривать, да. Человеку хочется говорить для кого? Когда его слушают, да. Вот здесь важно быть активным слушателем, с интересом слушать. Да. Вот вы, например, когда разговариваете, идете к подругам, к друзьям, вы с интересом слушаете и с интересом рассказываете. Почему вы рассказываете? Потому что вас слушают с интересом. А слушаете ли вы с таким же интересом своих детей? Да. И вот если с таким же интересом вы будете слушать, а также уделять время, то есть часто так бывает, а у меня времени не хватает на 2-3 работах. А здесь важно не количество времени, а важно качество. Ну, например, когда вы находитесь, что-то делаете, вы, например, готовите ужин, накрываете на стол, при этом вы разговариваете и внимательно слушаете. А также здесь помогает пристальное внимание. Что это такое? Когда вы пристальное внимание обращаете на своего ребенка, ребенок ощущает, что здесь, сейчас он единственный, который достоин его внимания, да, внимания родителя. То есть он его слушает, что он единственный любимый человек, на которого направлено внимание родителей. Если детей много, то для каждого ребенка важно выделить его время. С кем-то по дороге в сад, с кем-то по дороге в школу, с кем-то по дороге в магазин, а с кем-то, когда вы накрываете на стол, когда вы работаете по дому, вы уделяете этому ребенку столько времени, сколько нужно. Качество 5 минут, 10 минут, но это должно быть вот такое активное слушание пристальное. И у ребенка есть что сказать. Ребенок хочет сказать, важно его выслушать, его мнение и не смеяться, признать факт существования таких эмоций, чувств, потому что вас иногда может это и шокировать, да, его. То есть бывают такие выражения от родителей, я слышу, например, как так? Да, родитель говорит. То есть это выражение о чем говорит? Это выражение говорит о том, что взрослый
человек не может понять, не может представить себя на месте ребенка, что он может чувствовать таким образом. Да? Поэтому именно условия, да, вот когда ребенок хочет высказаться, это называется по-научному условие, значит, конфирмации, да, когда наше «я» раскрывается, хочет радоваться и созидать, то есть как бы все эмоции проявлять. Это уважительные отношения, да, и здесь появляется также доверие, да, и ребенок, если вы бережно относитесь к его, значит, рассказам, вы можете их сохранять в тайне, например, секреты, и цените то, что он говорит, тогда ребенок все чаще и чаще будет с вами советоваться, да, и вы станете другом, да, уже. И поэтому по мере взросления ребенка важно отношения тоже изменять. Изменяются отношения. То есть ребенок 20-летний уже не малыш. Да, вот часто выражение бывает: мы заканчиваем школу, мы поступаем в университет, мы нашли работу. Это о чем говорит? Что в голове у мамы симбиоз, то есть ребенок, мы, то есть ребенок и я это одно целое. Уже 18 лет это уже взрослый человек, который может сам строить свою жизнь, да? Самостоятельный. Да? И вот это как сделать так, чтобы отделить ребенок, как птенец выходит, да, его птица обучает летать, точно так же мы обучаем его к самостоятельной жизни, не к тому, чтобы он всю жизнь будет жить с нами. Да? Он должен на примере нашей жизни, да, то есть родительской семьи. Да? Родительская семья – это еще не семья ребенка. У ребенка все впереди. И поэтому ребенок будет создавать на этом примере свою семью. Он будет желать это делать, если в семье такие благоприятные семейные отношения. Да? И вот хочу привести пример такой, когда я когда-то вот преподавала в колледже, задала вопрос студентам, там молодые люди, половина, 50 человек. И вот из этих молодых людей на вопрос, кто я, только двое ответили: я отец большого семейства. Значит, другой парень пишет, что я хороший отец. То есть у этих уже в голове спроектировано, что хороший будет отец. У него уже есть проект. Значит, уже можно быть уверенным, что у этих детей эта мечта реализуется, они будут эту роль выполнять. Вот еще хотела бы задать вопрос вам, как специалисту, потому что педагогика, психология – это тонкая наука, да, и которая помогает изменить жизнь качественно, так ведь, да, потому что человек эмоциональное существо, ребенок маленький, тем более, да, и он каждый день как бы получает очень много информации. Это и примеров очень много, положительных, негативных, да, информации получает. И как бы это все он себе держит, купит. Так ведь ребенок маленький. И если он научится вот это все как бы рассказывать, потом делиться своим родителям, мамой, или пусть папа, даже бабушка, очень повезет тем, у кого бабушки, дедушки, да, потому что воспитание старшего поколения это все-таки опыт, да, и поэтому как бы вот сейчас хлеб насущный, добывание родителей молодых в основном, да, вот с пандемией вот расставила свои приоритеты, безработица, инфляция, да, и еще вот третий этап пандемии пугает нас всех, да, цены растут безусловно, а вот детям вот как бы не только там экономически, вот как бы, да, создать благо, да, экономические, вот это, интернет такой беспроводной, да, бесграничный, хорошая модная одежда, да, вкусная еда, это одно. А вот даже живя в простой семье, у которых средний, даже ниже среднего достатка, я считаю, можно обеспечить вот эмоциональный комфорт, да, чтобы потом эти дети в будущем как бы
были как бы на радость родителям. Потому что не зависит это от экономического благополучия, так, это эмоциональное состояние. И как вы думаете, вот нашим молодым, особенно родителям, посоветовать, как они с маленьких лет, вот с маленьким детям, потом вот, пусть о взрослых не будем говорить, да, уже как несовершеннолетние, а мы будем обращать внимание именно вот на маленький первый класс, второй класс, 5-й, 6-й класс. Это хорошо, когда семья большая. Да. Семья, семейное обстановка, эмоциональное благополучие не зависит от его дохода, да? Эмоциональное благополучие это вот именно как раз умение радоваться жизни, умение трудиться. То есть, если в семье есть вот у Якутов есть такое выражение, да? Киги поломлатора, киги сына. То есть, чтобы ребенка вырастить человеком, нужно по-человечески относиться. Да? Человеческое воспитание, человечное отношение. И вот здесь, то есть получается, чтобы у ребенка сформировались ценности человеческие. Да? То есть мы должны обращать внимание, наверное, на те ценности, которые для нас приоритеты, да? Потому что ребенок будет делать так, как мы делаем, да? А не так, как мы говорим. Если мы обучаем, например, скажем, родитель хочет, чтобы ребенок был аккуратным, а сам разбрасывает вещи и говорит, вот ты собирай вещи и воспитывает, например, да, то у ребенка никогда не воспитается, потому что ребенок это видит, да, противоречие. Он будет делать так, как делает взрослый человек. То есть своим примером обучается, получается, да? Поэтому здесь важно обратить внимание на свои взаимоотношения взрослых людей. Ученые говорят, что больше влияет на психологическое здоровье ребенка, психическое, да, именно отношения между супругами. Да? Если они ссорятся, то душевная составляющая ребенка, естественно, будет страдать. Ребенок будет внутри грустить, но не показывать, не проявлять, например. Да? Для него мир рушится, когда взрослый, потому что мама, папа это два родных человека, самых близких. Если они ссорятся, то его мир тоже рушится. И вот важно быть в ресурсном состоянии, важно осознавать, что происходит в ваших отношениях. Важно поддерживать эмоциональные отношения. Часто, как к психологу обращаются молодые люди, супруги обращаются, да? И здесь есть одно, что эмоциональные отношения тоже имеют, ну, то есть это как горючее, да, заканчивается. То есть если эмоциональные отношения не поддерживать, то они могут истощиться, то есть человек уже не в ресурсном состоянии, поэтому важно научиться поддерживать друг друга эмоционально, да, вдохновлять друг друга. И в этом плане быть одной командой в семье, иметь одни и те же цели, единую цель, это как очень хорошо вдохновляет детей тоже. Вот именно желание жить, трудиться, созидать, играть. То есть все проявления жизни возникают тогда, когда есть вот это вдохновляющее, созидающее, эмоциональное, горючее у взрослых людей. Они мотивируют. Да? Но, и поэтому взрослые должны решать эти проблемы сами. И также они должны заботиться о своем ресурсном состоянии, да? То есть уделять время для себя, для души, для хобби, помогать друг другу, чтобы партнеры не уставали, а
любить. Вот в произведении Эриха Фрома «Искусство любить» он говорит о том, что до 7 лет, вот 5-6-7 лет, ребенок учится, у ребенка формируется умение навык любви. Вот до 5 лет ребенок получает радость от того, что его любят, что он объект любви, но когда он начинает чувствовать, что он доставляет радость маме и папе, и он получает радость от того, что он может творить и создавать эту радость, да, это и есть основа любви, зрелой любви, да, в будущем. Умение любить, то есть это заботиться, а не просто ждать, вот меня любят, значит, вот, получать это удовольствие, да, от этого. Не как объект, а именно быть субъектом, да, любви. Любить. Вот, да, вот я вот в школе сколько лет проработала, и все-таки человек с возрастом, да, какой-то опыт я имею, да, вот и они говорят, живи, живи, учись, да, и как бы я не скажу, что я все знаю, да, я знаю, что я ничего не знаю, и поэтому каждый раз убеждаю, что человек, который хочет познать, узнать, да, и тем более как бы вокруг себя ощущать счастливых людей, потому что тем больше счастливых людей, тем более эмоционально богатых людей, добрых, отзывчивых людей, да, тем лучше жизнь. Так ведь, да? И поэтому дети, которые чувствуют и видят вот эмоциональных людей, которые восхищаются, восторгаются, да, а не только там какие-то замечания, какие-то окрики, да, в семье, наверное, важно, когда родители в таком радостном, позитивном настроении находятся, да, вот когда они не только там вот, красивое платье, какой-то гаджет современный, дорогой, да, ну даже пусть даже вкусно сваренная картошка, да, обед, ужин, да, какой-то тортик даже сделанный мамой, приготовленный мамой, да, это многого стоит, так ведь, да, и как бы ребенок это все впитывает. Когда он видит, что мама довольна, что мама счастлива, что маму никто не обижает, да, и мама как бы фактор, да, вот доброты всего, да, вот, источник доброты, который ребенок воспринимает, да, к себе, и ребенок будет доволен, я так считаю, да, когда видит, что и папа доволен, ну пусть зарплата маленькая. Но главное, чтобы папа был, да, по-доброму относился к своим детям и к матери, да, потому что от того, как мужчина, отец, добытчик относится к своей жене, матери, да, это, наверное, это тоже воспринимается ребенком. Пусть это 10 детей, пусть 2 детей, они же видят это, как отец по-доброму, по-любимому относится к матери, да. И это как опыт, это все в копилку ребенку. И в будущем такой ребенок вырастет хорошим семьянином. Так ведь, как вы думаете? Да, очень согласна, очень правильно сказать, что действительно пример, да, вот это вообще отношение к ситуации, это оптимизм, да, вот открытость к миру, интерес, да, вот именно. Больше позитива, оптимизма. Да. Это что вы сказали, да, вот когда человек не оценивает, да, а именно открыт миру, да, все для него интересно, его радуется. Но если человек начинает оценивать, у него настроение улучшается, то есть эмоции появляются неприятные, да, поэтому безоценочное, да, отношение к ситуации, безоценочное отношение к себе, безоценочное отношение к своим ближним, к ситуации помогает человеку выйти из любых ситуаций. Вот мы когда-то проводили исследования среди школьников в 10 школах, и там мы задавали вопрос детям, а как же они думают о нас, взрослых. И вот дети говорили, что писали предложения, да, с 6 по 11 класс должны были завершить предложение. И вот первая была, например, взрослая часто, там было много негатива. То есть для меня было это очень открытием, потому что не ждали мы, да, таких ответов, что оказывается дети вот пишут, например, взрослые часто
занимаются, пьют, врут, забыли свое детство. Но самое нейтральное и позитивное это было взрослая часто работает. Вот. А следующее предложение это во взрослой жизни трудно, но я преодолею, было всего лишь у 4%. Это было тогда. А сейчас, я думаю, ситуация, наверное, изменилась, поскольку я вижу очень много молодых родителей, которые вот как раз открыты и очень много познают, очень много интересуются, много знают, и позитивно, и очень, кстати, много многодетных семей, да, сейчас стало. Это очень радует, на самом деле, да, спортом занимаются, здоровый образ жизни придерживаются, да, стремятся к лучшему. Вот, и это очень хорошо, это означает здравствует жизнь, да, жизнь. Что у нас общество здоровое, да, что у нас молодые родители, осознанные родители, да, да, это осознанное родительство, да, это самый важный, главный момент в жизни, да, современного общества. Да. И в таких семьях закладывается вот именно как раз фундамент, именно ресурсного состояния, что когда ребенок вырастет, он будет вспоминать, это будет для него ресурсом. Да? Вот. И это будет пример для него, да, в будущем. Это поможет ему преодолеть разные трудности. Да? Будь успешным в будущем, да. И для него это будет, конечно, помогать быть успешным, преодолевать, достигать своих целей, ставить цели. Когда нет именно человек не во власти страха, то, естественно, когнитивный процесс хорошо работает, да, человек думает, да. Был пример такой, что я всегда привожу пример. Во время ЕГЭ когда-то я принимала участие в организации, и один мальчик от страха, он весь красный, сидел за первой партой, написал свое имя. Вот еще это было в самом начале, значит, вот когда я начинала ЕГЭ, написал свое имя с ошибками. От страха. От страха. То есть вот страх сковывает, да, и поэтому важно, чтобы вот именно эти страхи осознавать и преодолевать, да? Как бы проживать и помочь ребенку осознать этот страх, от чего он боится, да? И ребенок, чтобы без страха проявлял себя, научился, да? То есть он может в семье, это первое, значит, это место, где ребенок может себя проявить, да? И его поддерживают и принимают, да? Вот все его начинания, все его идеи. И тогда он получает успешный опыт, тогда он и реализуется в жизни, реализует свои планы, цели, да, и достигнет желаемого. Да? Таким образом родители помогают быть успешными своему ребенку. Да? Вот я вот хотела остановиться вот на вашем, да, последнем слове, да, то, что вот семья – это самая важная социальная среда, которой ребенку ничто не заменит, да, даже пусть даже школы платные, очень даже вот такие перспективные, такие, которые очень дорогие, да, вот именно эмоциональная вот среда, которая дается благодаря семье, именно любимых, да, близких, родных людей, да, несмотря на экономические факторы, да, богатые, благополучные. Любая семья может обеспечить своему ребенку, своим детям вот это богатство, самое эмоциональное составляющее благополучия. И ребенок, который эмоционально будет насыщен, богат, и который всегда будет находить поддержку в своей семье, как я думаю, да, всегда будет успешным и не будет бояться, у него не будет чувства страха, да, он будет всегда успешным, преодолеть все трудности, потому что жизнь – это такая штука, это как бы жизнь прожить не поле перейти, говорят, да, и только семья нашим родителям, это важно понять, да, только семья может помочь и стать источником национального благополучия наших детей, ради чего мы тут собрались, да, и потом это все будет как бы создавать условия успешности наших детей. Иначе как? Ради чего мы живем? Так ведь, да? И вот на этой позитивной ноте
мы хотели бы вот остановиться, и, надеюсь, наше плодотворное сотрудничество с вами, да, Лариса Вениаминовна, будет продолжено, и мы еще выйдем в связь с родителями, и, надеюсь, будут отклики, да. Я вот, Светлана Петровна, экскурсовод, специалист, педагог, историк, и вы, семейный психолог, тоже специалист, да, который очень важен в наше время, в период пандемии, тем более, да, потому что один на один семьи остаются с детьми, потому что школы закрыты, учреждения закрыты, и как бы родители должны тоже себя воспитывать, так ведь, и мы должны помочь им, ну, желаем помочь им, если они нам это разрешат, да, потому что ведь родители это тоже люди, да. Их нужно тоже учить, им помогать, поддерживать их, чтобы они один на один не оставались, да, со своими проблемами. И хотелось бы, чтобы наши родители как бы вдохновляли наших детей и сами были позитивными, оптимистами, да. И вот на этой позитивной ноте разрешите закончить нашу встречу, и до новых встреч. Спасибо вам, Лариса Вениаминовна. Спасибо. Рада сотрудничеству, рада продолжить наше совместное сотрудничество, да, и проект наш. Спасибо всем. Спасибо за внимание. Пишите, задавайте вопросы. До новых встреч.